Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на пересечении улиц Габдуллы-Тука и Парижской коммуны. Вот моя крайне левая, он крайне правый. И все, а этот начал вот здесь разворачиваться. Пассажирку Део Некси госпитализировали с места происшествия. Хотел отомстить за якобы наведенную порчу на свою семью. Его супруга стала обращаться к экстрасенсам, которые стали указывать на бывшую работницу, как на человека, который навел порчу. Жителя Нижнекамска задержали по подозрению в покушении на убийство. Забирали то, что плохо лежит. Опросив потерпевших, полицейские выяснили, что все хищения были совершены при схожих обстоятельствах. Полицейские Казани задержали подозреваемых в серийных кражах аккумуляторов. Сколько эпизодов насчитали оперативники? Это и не только. Прямо сейчас. Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в центре Казани. На пересечении улиц Габдуллы-Тука и Парижской коммуны столкнулись Лада Гранта, Nissan Альмера и Део Некси. Основную силу удара приняла на себя узбекская иномарка. У автомобиля был сильно смят правый бок. Как двигались участники происшествия и кому потребовалась медицинская помощь, узнавал Ленар Гинатуллин. Вот моя крайне левая, он крайне правый. И все, а этот начал вот здесь разворачиваться. По мнению участников столкновения, причиной аварии стал поспешный маневр водителя Део Некси. По предварительной версии, водитель Лады Гранта ехал в левом ряду по улице Габдуллы-Тукая на пересечении с улицей Парижской коммуны. Он столкнулся с иномаркой со встречного потока, которая выполняла разворот. Учитывая, что для водителя отечественного автомобиля этот маневр был полной неожиданностью, избежать аварии он не смог. Вся сила удара пришлась на пассажирскую сторону Део. Столкновение произошло на самом перекрестке, после чего автомобиль отбросило буквально на 20 метров. От удара пострадала пассажирка автомобиля Део Некси. Ее госпитализировала прибывшая на место карета скорой медицинской помощи. Женщина отделалась легкими ушибами нижних конечностей, другие участники аварии отказались от госпитализации. Перед мордой прям вылез. Сами-то не пострадали, нормально? Да, есть спина, я вот хожу. Также в аварии принял участие автомобиль Nissan Альмера. Он двигался в попутном направлении с Ладой Гранта. Избежать столкновения также не смог. Учитывая, что водитель Део свою вину не отрицал, не исключено, что полная ответственность за произошедшее ляжет на его плечи. Ленар Гинатуллин, Азат Самигуллин, Вызов 112. На плохие погодные условия жаловались участники аварии на улице Петра Витера. Там этим утром столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Хина. Перед столкновением легковушку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Что говорили участники ДТП, знает Айрат Назипов. В порядке не Да, в порядке. Пристегнут был. Ага. Машину жалко. Volkswagen Golf – первый автомобиль этого молодого человека. Возможно, из-за отсутствия опыта вождения он не справился с управлением, когда проходил резкий поворот. Рассказывает, что выезжал с кольца на улице Петра Витера, двигался в сторону авторынка. Во время маневра машину занесло. Неуправляемый транспорт вылетел на полосу встречного движения и въехал в заднюю часть китайского грузовика. Я ехал по своей полосе прямо, и оттуда вылетел машина с большой скоростью. Я уже показал, что хотя бы на переднюю часть попал. Водитель легковушки свою вину не отрицал, но уверял, что ехал на предельно допустимой скорости. На повороте меня занесло и ударился, получается, в машину. Скорость небольшая была, в районе 30-40 километров. А гололед то, что из-за этого меня понесло. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции с высокой вероятностью определят виновного водителя легкового автомобиля. А потому, скорее всего, восстанавливать свою первую машину ему придется за счет собственных средств. Айрат Назипов, Ленар Гинатуллин, Азат Самигуллин, Вызов 112. Черный дым, появившийся на крыше строящегося дома, напугал жителей Казани. Кадры с пожаром стали массово выкладывать в сеть очевидцы. Все произошло в районе 4 часов дня на Оренбургском тракте. Прибывшие на место спасатели справились с огнем через 16 минут после сообщения о горении. Как оказалось, на крыше 22-этажного здания на площади 3 квадратных метров загорелся рубероид. В результате инцидента никто не пострадал. Хотел убить женщину, посчитав, что она навела порчу на его семью. По подозрению в покушении на убийство в Нижнекамске задержали 59-летнего местного жителя. Как считает следствие, подозреваемый дождался, когда его жертва выйдет с работы, после чего нанес ей несколько ударов предметом, похожим на нож. После задержания он объяснил, что потерпевшая пользовалась помощью потусторонних сил. Рамиль Шайдуллин расскажет, с чего все началось и чем закончилось.
Как считает следствие, история этого преступления берет свое начало еще в мае этого года. В парикмахерской между владелицей и работницей вспыхнул конфликт. После скандала женщина уволилась. А вот у супруги обвиняемого начались проблемы в семье. В дальнейшем, со слов обвиняемых, в семье стали происходить необъяснимые вещи, которые родственники стали объяснять вмешательством потусторонних сил. В результате его супруга стала обращаться к экстрасенсам, которые стали указывать на бывшую работницу как на человека, который навел порчу. Посчитав, что во всем виновата бывшая сотрудница, подозреваемый 59-летний глава семейства захотел решить проблему по-своему. Он встретил 50-летнюю потерпевшую, когда та возвращалась с работы домой, и нанес ей неустановленным режущим предметом удары по различным частям тела. После нападения мужчина скрылся, однако на следующий день был задержан. Женщина выжила, при этом ей даже не потребовалась госпитализация. Причастность к совершению преступления он не признал. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине в настоящее время предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кроме того, следователем в отношении него назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В отношении подозреваемого Нижнекамский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112. Открывали капоты и, получив желаемое, скрывались с места происшествия. Полицейские Казани задержали подозреваемых в серии краж аккумуляторов. Как считают оперативники, к преступлению причастны двое казанцев в возрасте 21 года. Действия предполагаемых злоумышленников попали в объективы видеокамер, а потому установить их личности не составило труда. Записи посмотрела Алия Хайруддинова. Массовые заявления о пропажах аккумуляторов стали поступать в отдел полиции еще в ноябре. Опросив всех потерпевших, стражи порядка выяснили, что преступления совершали одни и те же люди по одной и той же схеме. На криминальное дело выходили в позднее время суток, а своей целью выбирали автомобили, чьи капоты открывались легче всего. Так, в ночь с 17 на 19 ноября текущего года в Новосавиновском районе города с автомашины марки Hyundai были сняты два аккумулятора. Хозяин иномарки сообщил, что оставил транспортное средство с вечера на парковке. Однако спустя 2 дня обнаружил пропажу имущества. Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое казанцев в возрасте 21 года. Дальнейшие их действия проходили под контролем оперативников. Сотрудники столичного уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции Ямашевский задержали жителей Казани по подозрению в причастности к целому ряду хищений аккумуляторов из автомобилей. По предварительной версии, на счету у злоумышленников 9 эпизодов краж. Свою вину предполагаемые злоумышленники полностью признали. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, вызов 112. Попала под колеса иномарки на пешеходном переходе. «Шевроле Круз» сбил 19-летнюю девушку на улице Академика Губкина. Водитель в беседе с инспекторами пояснил, что не успел заметить пешехода, в том числе из-за плохого освещения дороги. Прибывшие на место медики госпитализировали девушку. Она получила ушиб поясничной области. Hyundai i40 и Renault Logan столкнулись этим утром на пересечении улиц Гагарина и Исаева. По первоначальным данным, корейская иномарка на перекрестке поворачивала налево, тогда как второй автомобилист, едущий навстречу, направо. Авария произошла из-за несоблюдения боковой дистанции. Никто из участников происшествия не пострадал. В итоге оба водителя решили обойтись без сотрудников ГИБДД. А при столкновении двух автомобилей на улице Дзержинского едва не пострадал памятник Рудольфу Нуриеву. По рассказам свидетелей, все началось с маневра водителя Kia Rio, которая, поворачивая с улицы Театральная, не уступила дорогу автомобилю Mitsubishi. Японская иномарка имела преимущество. Что было дальше, расскажет Сергей Хайдаров. Развернул мне и забор. Владелец Mitsubishi, виновный в аварии, считает водителя Kia. Отметил, что двигался по улице Дзержинского и имел приоритет. Проехав пересечение с улицей Театральная, получил удар. В заднюю часть иномарки въехала Kia Rio, водитель которой, судя по всему, не учла знаки дорожного движения. То есть вы, получается, оттуда ехали? Да, с Лобачевской. Ага. С Лобачевской в сторону Пушкина. А она спускалась? Она спускалась, вот, не пропустила, ударил меня. От сильного удара японскую иномарку развернула и отбросила на ограждение. Если бы не они, то вполне вероятно, что Mitsubishi остановил бы только памятник. Вторая участница аварии от комментариев воздержалась. Извините, пожалуйста. В случае, если первоначальная версия подтвердится, то уйти от ответственности водителю Kia, скорее всего, не удастся. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Азат Самигуллин. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.